Здравствуйте, уважаемые подписчики. Ага. Я хочу вам дальше в продолжении этого рассказа дополнить данные, что, то есть, как сделать так, чтобы приклад вообще полностью совпадал, То есть, есть очень простые данные для того, чтобы, если человек, допустим, не стрелял вообще до этого и никогда не держал ружье в руке. Привет, Коля. Мы тут снимаем. Можешь со мной сняться? Да. Это наш уважаемый человек. Да. Ага. Лешка, это хамасын алында. Эне ме. Ага. Аважым. И вот, Николай, поговорим. И я хотел сказать, что задача, как сказать какие-то простые слова, чтобы до вас это, вы это поняли. То есть, тот, кто вообще не стрелял никогда, необходимо, самый первый шаг, это прояснить какие-то слова, например, да, из чего вообще состоит теория, перед тем, как начать действовать. Вот, например, у нас предмет, мы его называем ружье, да, вот, ружье, то есть, я могу сказать, что здесь есть несколько частей, которые нужно знать обязательно. Вот это называется у нас ствольный, покуда у нас дробовая особь. Может, это смешно покажется для некоторых, но я хочу учесть именно новичков, которые пока не знают, но в этом есть очень важное данное. То есть человек, когда начинает стрелять, он еще не знал даже ни теорию, ничего, ему сразу на, иди стреляй, он уже на номере и вообще не знает, как оно бьет, какая у него отдача, что он держит. И поэтому, чтобы у него все это закрепилось, сформировалось, он должен знать обязательно теорию. Теория, она нужна, как пить дать. Ствол, покуда у нас перемещается дробовая особь, это у нас чоки, они нужны для регулирования особи на длину, вот, может быть. Затем у нас есть рукоятка, вот это у нас часть называется приклад, его называют обычно ложа. Это у нас называется цевье, за что мы держим это левой рукой. Это у нас спусковой крючок, соответственно. Ну и, соответственно, я считаю, что вот этот затыльник, вот, в части такого регулируемого приклада есть регулированный гребень, обязательно он так называется. И поняв это, человек, я думаю, не стоит прямо ему искать какие-то глубокие смыслы, заходить туда внутрь и это решать. Это, я считаю, достаточно для того, чтобы человек мог взять вообще в руки ружье и, постреляв несколько раз с него, он уже может чувствовать какую-то, твердую уверенность вообще, что он уже как бы знает это. После этого мы не раз говорили, чтобы приклад вообще полностью совпадал человеку для попадания, он должен был быть подстроен. У нас есть стрелки. Вот Алексей, кто сейчас снимает меня в данный момент на камеру, он в данный момент заказал себе вот такой вот приклад. Вот мы на стенде, спортсмены, обязательно заморачиваемся вот такими прикладами. То есть здесь у нас верхняя часть, она ходит у нас вверх и, соответственно, ходит вправо, влево. То есть, если у тебя щека больше, то можно как бы в эту сторону давануть. Если она меньше, можно в эту сторону давануть. Если у тебя как бы чуть-чуть короче, то приклад может отодвигаться. Вот. И задача, я до этого вам говорил, чтобы ружье, оно, как считается вообще, чтобы оно полностью совпадалось вашим физическим данным. Чтобы, представьте, это как вода, да, вот это, я буду говорить образно, вода. То есть это полностью вода, человек стоит, и, как говорил Брюс Ли, оно просто принимает форму. Вот, ничего нет такого. Очень просто, расслабленно. И вот оно просто принимает форму. И для этого, конечно, приклад, он делает свою функцию. За счет вот длины можно добавить сюда вставки. Можно, вот как я говорил, этот гребень налево-направо регулировать. И у нас получается полностью он совпадает. Если он у нас не совпадает, то у нас есть проблема в виде того, что человек, он может быть, приклад может выше заходить. Видите, да, вот выше здесь запас. Он может быть слишком вниз западать. Может быть, вот так надо будет человеку стоять. Или, например, как-то его по-другому обнимать. И основной результат, чего вообще человек хочет
от стрельбы – это получить удовольствие, попасть в цель. И для того, чтобы попасть в цель, ему надо, чтобы приклад полностью совпадал. И человек стрелял при этом без, здесь ключевое слово, без усилий. Что это значит без усилий? Чтобы он просто взял, вот, поднял вот эту руку, я поднимаю руку, и чуть-чуть вот так довклал, и все. А если такого нет, то есть длина не соответствует, гребень не подрасчитан, человеку нужно прямо его сильно-сильно зажимать, и это может привести к последствиям, потому что будет скоба вот это бить по пальцам, там до крови, ударять будет сюда до фингалов, и человек просто будет бояться ружья, он с ним не будет дружить, и, соответственно, это не принесет ему удовольствия. Вот. Такие вот по части данные на этот раз, поэтому до скорых встреч, мы обязательно продолжим с вами эфир. Спасибо.